Здравствуйте, вы смотрите новости на канале Якутия-24 в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Цифры дня. Сколько человек заболели коронавирусом за минувшие сутки и сколько уже вакцинированы. Кража в Нерюнгри. Из мастерской украли готовые украшения из золота на 5,5 миллионов рублей. Договоренности достигнутые. В Якутии будет построен крупный круглогодичный детский центр отдыха «Полярная звезда». 88 новых случаев COVID-19 выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в столице, в Якутске, 38 случаев. Что касается районов, то в Мирнинском районе 16, в Тампонском районе зафиксировали 11, в Алданском 6 случаев, в Нерюнгринском районе 5 случаев коронавирусной инфекции и от 1 до 3 случаев выявили во многих других районах республики. На настоящий момент разная ситуация у нас в районах республики. Если в городе Якутске намечается достаточно хорошая тенденция, связанная со снижением случаев, в городе Якутске 38 случаев, к сожалению, стабильно напряженной и даже очень напряженной ситуацию я бы характеризовала в Мирнинском районе, в котором вновь выявлено за сутки 16 новых случаев. Также нельзя назвать спокойной обстановку в Тампонском районе, где выявляется уже который день достаточно большое количество случаев, это 11 случаев, и в напряжении остается ситуация в Алданском районе. Что касается вакцинирования населения, то прививки от ковид уже получили по Якутии 25 491 человек, в том числе за последние сутки более 1500 человек. Вакцинация, напомним, проводится как в Якутске, так и во всех районах республики. Мы ждем поступления новой партии вакцины, поэтому возможны вопросы, связанные с тем, что кого-то записывали и запись переносится. Это нормальное явление. Само по себе поступление вакцины, оно связано с маркировкой ее, так же, как и любого лекарственного препарата по правилам, действующим в Российской Федерации. Поэтому мы ждем поступления где-то в понедельник вакцины, и, соответственно, граждане все дальше будут по очереди приглашены. Активно прививаются и жители Хангаласского района. Центральная больница ожидает поступления крупной партии вакцин. Предыдущая в количестве 800 штук была использована практически за неделю. Сюжет Виолетты Засимовой. На сегодняшний день 860 хангалассов получили вакцину ГАМ-КОВИД-ВАК. В основном это жители города Покровска и поселка Махсагаллох. Среди привившихся числятся 206 медиков, 308 педагогов, 64 сотрудника органов внутренних дел, 20 работников районной администрации, 40 социальных работников, 64 работников и постояльцев Махсагаллохского психоневрологического дома-интерната, а также сотрудники Покровского РЭС, филиалов Ростелеком и ЖКХ. Вдобавок вакцину получили 44 человека в возрасте от 65 лет и старше и 20 человек с хроническими заболеваниями. На днях должна поступить очередная партия вакцин в количестве 1700 штук. Из них мы хотим в первую очередь провакцинировать наши отдаленные южные наслега и заречные наслега. С момента получения первого компонента вакцины гражданам предлагается ввести дневник самонаблюдения на портале госуслуги в течение 42 дней. По окончании ведения дневника привитому выдается сертификат в виде QR-кода, который впоследствии можно предоставить по месту требования, например, при допуске на работу или при вылете в другие регионы или страны. Первую вакцину я получила 24 декабря, ГАМ-КОВИД-ВАК. Потом вторую ревакцинацию я получила 13 января. И первые 3 дня я заполняла дневник в госуслугах. Потом с периодичностью где-то 3-4 дня. И заполняете дневник до 42 дня. По времени занимает где-то минут 2-3. Получается. Там совсем несложные вопросы, я бы так сказала. Да, нет, нужно отвечать. Хангаласская центральная районная больница составила график вакцинации населения на текущий год. Так, ежеквартально прививку от COVID-19 должны получать до 2500 жителей Улуса. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус.
Якутский государственный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского в столице закрывается на реставрацию. Главный корпус здания признан аварийным. Все подробности у нашего корреспондента Виктории Федоровой. Она в здании музея и на прямой связи со студией. Виктория, добрый день. Пожалуйста, тебе слово. Влад, здравствуй. Да, действительно, ради сохранения и безопасности уникальных экспонатов музея на главном корпусе старая экспозиция пока убирается с 1 марта на неопределенный срок. Рушится, и буквально в январе начали появляться трещины на окнах. В настоящее время музеем подготовлено техническое задание на проектно-сметную документацию. Поэтому, по словам директора музея Николая Бугаева, о начале ремонтных работ говорить еще рано. Наше здание сейчас переживает, скажем так, трудные времена. Да, наше здание, вы знаете, что было построено в 1924 году. В конце 20-х годов прошлого века, вы знаете, что произошла гражданская война, разруха была, но молодое советское государство тогда нашло средства для того, чтобы дать музею новое здание, потому что то здание, которым они были, это здание сейчас библиотеки Пушкина. Там находилась раньше музей и библиотека. И там все время проходили собрания, поэтому музей попросту был выселен оттуда. И поэтому находился без здания. И когда проходила комплексная экспедиция Академии наук Советского Союза поставила задачу о том, чтобы куда после экспедиции эти материалы будут передаваться. Поэтому поставлен был вопрос о том, чтобы нужно новое здание музею. И Максим Кирович Амосов при его непосредственном участии было передано это здание нашему музею. И наш музей здесь находится с 1926 года. Часть основной экспозиции в этот период будет размещена на других выставочных площадках музея, на его территории, в пристрое главного корпуса, в доме музея Емельяна Ярославского, в детском центре музея, а также в его филиале в селе Хатырык Намского района. Экспозиция эта была создана еще в 2004 году, и до этого выставлялась экспозиция в 80-х и в 60-х годах. С тех пор она не менялась. Поэтому останется в памяти нескольких поколений якутян. В связи с этими сотрудники музея приглашают гостей и жителей столицы посетить постоянную экспозицию музея до конца этого месяца. Влад, у меня все. Спасибо. Это была наш корреспондент Виктория Федорова с музея имени Ярославского, который закрывается на реставрацию. К другим событиям в полицию Нерингри с сообщением о краже обратился мастер по ремонту ювелирных изделий. Предприниматель сообщил, что из помещения мастерской похитили готовые украшения из золота на общую сумму около 5,5 миллионов рублей. В результате оперативной работы сотрудники уголовного розыска МВД по Нерингринскому району задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу 32-летний житель поселка Чульман. Установлено, что мужчина ночью проник в помещение мастерской, взломав входную дверь и похитил с витрин золотые изделия общим весом более килограмма 300 грамм. На следующий день злоумышленник выехал на такси в соседний регион, где сбыл часть этих похищенных драгоценностей и выручил более 1 миллиона рублей. Оперативники задержали подозреваемого на стационарном посту ДПС, когда он возвращался обратно домой. При нем были обнаружены и изъяты часть похищенных украшений, а также вырученные от сбыта денежные средства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы. Достигнуты договоренности о финансировании проекта по созданию круглогодичного детского центра отдыха под названием «Полярная звезда». Стоимость проекта составляет 1 миллиард 800 миллионов рублей, из них 1 миллиард 400 миллионов предоставит Банк Открытие. Остальную сумму обеспечат инвесторы и капитальный грант Минвостокразвития России.
Ежегодно этот детский центр сможет принимать более 5000 детей. Помимо объектов отдыха и досуга, будет работать круглогодичный центр дополнительного технического образования. Там дети смогут освоить промышленный дизайн, программирование мобильных приложений, 3D-печати и другие профессии будущего. Центр будет располагаться вблизи села Старая Табага. Объект планируют сдать в 2022 году. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на Якутии 24, будьте всегда в курсе.